уже в Пекине, в пригороде или в районе дальнем просто. Мне кажется, город четких границ не имеет. Он плавно начинается. Ну вот сейчас так и будет. Дома. Поэтому с прибытием меня в Пекин. А до центра еще 45 километров. Я устал. Когда же будет этот центр, а? Такой здоровый город. Я уже спать хочу. Уже время мое кончилось. Ну ладно. Еще километров 15 и я буду в центре. Думать, воды взять. Придется чумазый как шорт. Это как я заманался, а? Короче, вся сложность в том, что у меня нет интернета с собой. Я не могу найти ту станцию, которую он написал. Ее нет, он как-то неправильно написал. Я вообще устал. Я хочу спать. Уже 172 сегодня накрутил. Все, наконец-то нашел эту станцию. Сейчас жду. Списался, нашел Wi-Fi наконец. Списался с Менгуа. Сейчас жду. Опять я устал. Но это того стоит. Пекин уже опустел, уже спит. Я не ожидал, что центр Пекина будет таким. Я думал, тут как большой базар, а здесь так все офигенно, так все классно. Но днем здесь по-любому движухи. Вот, все, я дома. У Менгуа, его бюрологи здесь. Ох, сил вообще нет. Сейчас помыться, постираться и go sleep. Доброе утро. Сегодня ночью я оставил велосипед во дворе. Первый раз я оставляю такой велосипед. Честно, у меня совесть чуть заиграла. Весь грязный. Сейчас надо будет его поднять на этаж, помыть, колесо нормально заклеить. Потому что, по-моему, оно у меня чуть-чуть пропускает. Постирать вещи и пойти гулять в город. Сегодня я не выспался. Все, я нашел где покушать. Дали порцию здоровенную. Хорошо, что можно палочками сидеть, смаковать еду. Здорово. Сейчас заправиться и гулять дальше. Сегодня я опять не выспался. По привычке проснулся в 7 утра. Хотя лег где-то в 2-3. Благо дорвался до Wi-Fi. Погода сегодня хорошая, теплая, солнце печет. Ох, иду по пекинским улочкам. Так вкусно здесь пахнет. Вы не представляете. А может и представляете. Такая вкуснотища. Хочется все попробовать. Но пекинские цены не из дешевых. Хотя, с другой стороны, посмотреть, где это еще попробовать. У себя на районе, что ли, в Чебоксарах. На кирпичке. Этого я не найду. Ох, Пекин. Пекин. В одной из азиатских столиц. Возможно, азиатская столица. Каждая столица считает себя столицей. Это и дело. Для меня Чебоксары столица. Центр земли, пуп земли. От него все начинается. Ну и Пекин тоже хорош. Что за стереотип, что в Пекине постоянно дымка, дышать нечего. Вот и гуляю по центру, все прекрасно, вообще отлично. Просто, видимо, это зависит от времени года. Пекин находится в предгорье.
воздушные массы не продуваются, застаиваются. Подобное можно наблюдать в Алматы. Он тоже находится в предгорье. Там тоже смог летом. Когда я весной там был, даже весной все равно чувствуется загазованность города. А вчерашняя фотография, что я выкладывал, это просто погода такая была. Это был не смог, не дым. Так что, друзья, не думайте, что здесь там вообще ужас. Тут прекрасно. Центр такой ухоженный, по-европейски. Не знаю, как его назвать. Тихий, спокойный. Окраины, конечно, бурлят. Наверное, мусор везде, по всем углам. Здесь все хорошо. Сейчас иду к запретному городу, в самый центр. Опа-опа. Курсанты как бегают. Вот она, стена запретного города как раз. Тут они ее, видимо, охраняют, бегают. Защиты на площади уже штук 5 турникетов прошел. Сейчас вон через этот конвейер надо идти. Что там делать, я не понял. Что-то я боюсь туда идти. Ну вот, Мао. Народу ходит, все фоткаются. Иностранцев я практически не вижу. Что-то, по-моему, все китайцы. Как я говорил, у китайцев развит внутренний туризм хорошо. Поэтому проблем в недостатке людей нет. Тут с девчонками познакомился, разговаривают по-английски. Мне, конечно, с английским нужно подтягивать, хорошо, это хорошая практика. 故宫地区散发的长城一日游小广告都是骗人的。游客你好，故宫地区单项参观，出。Приятный, ясный воскресный вечер. Вышел погулять. Сегодня опять возился с велосипедом весь день. В городе спокойно, воскресенье все-таки. Приятный вечер. Ну вот и все. 2 дня провел в Пекине, в гостях у Менгуо, его, можно сказать, студенческом бомжатнике. Ну ничего, главное, можно помыться, постираться. Тут уже без разницы. Сижу вон на чемоданах, все собрал, присел на дорожку. Сейчас через центр, через запретный город поеду на юг. Теперь дорога будет лежать на юг. Пока, Менгуо. Пока. Прощаюсь, еду дальше. Еду в центр. Сейчас сниму, пофоткаю, поеду. Какой кайф чувствовать себя снова на велосипеде. Прям в своем месте. Своя стихия. Родная уже за столько лет. На диване, конечно, хорошо, но первых дня 2 после дороги. Но надоедает, скучно, неинтересно. Здесь у меня свой диван теперь.
же я удивляюсь, насколько Пекин продуманный город. Насколько здесь удобно ездить велосипедистам. Здорово! Привет! Вот. Я понимаю, как нам до этого еще далеко. Конечно, все не сразу и здесь делалось. Никогда не поздно начать. Все же здесь была проведена Олимпиада 2008 года, хотя, кажется, недавно была летняя Олимпиада, а уже 8 лет прошло. Город классный, чистый. Такая осенняя прохлада меня провожает. Вот, меня пропускает. Молодцы. Снова на этой площади, в самом центре Пекина, сделала официальное чувашское фото с флагом. Можно посидеть на дорожке, постоять и отправляться дальше на выезд из города. Нужно было далеко от центра уезжать, здесь уже начинается базар. Хаотичное движение, кто куда. Ухо надо востро здесь держать и глаза. Сшибут, не заметим. Оба. Оба. Да, конечно, есть немножко дымка. Но я думаю, это в любом крупном городе, в любом мегаполисе такое есть. Поэтому не надо делать из Пекина исчадие ада. Вот заехал пообедать. По-хорошему. Сейчас выезжаю все на трассу. Я еще пока даже не решил, куда поеду. То есть на юг. У меня есть два пути. Либо сразу напрямик ехать к вьетнамской границе, либо ехать на Шанхай и уже от Шанхая направляться туда. Шанхай находится на юго-востоке относительно Пекина. Поэтому я думаю, нужен ли мне Шанхай. Но на Шанхай я хочу поехать стопом, если поеду на Шанхай автостопом. Потому что во временные рамки, чувствую, я визовые не попаду, если я поеду на Шанхай своим ходом, а потом еще от него граница. Поэтому сейчас решаю. Неохота мне ездить стопом. Все-таки хочется на велосипеде. Ну что поделать, если находишься в таких временных рамках. Буквально за Пекином сразу нашел целые сады китаек. Отлично, можно разжиться, наесться. Зеленый туннель. Так подстрижено, все хорошо. Ивы. Видите вот эту бутылку? Она, по-моему, со мной едет с самой Бурятии. Вот, Буратино. Бурятия, Буратино. Похоже все. Но пришло время с ней расставаться. Грязи набрала во время дождя. Она уже пропускает, по-моему. Взял китайские бутылки. Разложился в саду, затерялся. Встал на ночевку, сегодня проехал 50 километров где-то. Главное, выехал из Пекина. Тут спрашивали у меня, задавали вопрос, какой мой режим дня. Сейчас в Китае я наладил свой режим дня. То
есть до этого в России у меня был раздолбайский режим. Его вообще не было. То есть я просыпался где-то в 12 часов дня, потому что поздно засыпал. Ну, благо еще было лето, был долгий световой день. Сейчас световой день короткий. Тем более в Китае тут единое время, плюс 5 часов от Москвы. По всему Китаю единое время. Поэтому после Владивостока у меня сразу стало минус 2 часа. То есть темнеть на 2 часа раньше стало. И у меня сам как-то наладился режим. Встаю где-то в 7. Ну, до 8 я точно уже встаю. И двигаю. Поэтому сейчас режим есть. Но все-таки плохо, когда поздно просыпаешься, чувствуешь, что уже полдня проспал. Поэтому вот так. Собрал сегодня все-таки Китаек, пакет целый. Мороженого сегодня взял, чуть-чуть порадовать себя. Единственное, как я могу себя порадовать, это поесть что-нибудь вкусненького, потому что редко это удается. Праздник желудка, такой скажем. Нужно благодарить свое тело за то, что оно так трудится, работает. Все-таки не надо его напрягать слишком сильно. И вот надо иногда так баловать, радовать, чтобы оно еще дольше служило моим мечтам. Ну ладно, спокойной ночи всем. Вот, углубился я чуть-чуть в Китай. Здесь уже ничего интересного. Рабочие районы. Грузовики. Сегодня еще один день завершился. Ну вот, завершился еще один день. Проехал сегодня 70 километров. Очень мало. Сил у меня, честно, что-то покинули меня. Дорога немножко не идет после Пекина. Все весь день решал, куда поехать. Либо на Сиань, либо на Шанхай. Что-то хочется увидеть мне. Потому что Шанхай такой знаменитый город. И Сиань с его армией. Но можно поехать сразу напрямик к границе. Это 2700 километров. И не париться. Не будет ли меня потом терзать совесть за то, что я не был ни в Шанхае, ни в Сиане? Вот это вопрос. Кукурузка здесь. Вот это вопрос. И вот эта неопределенка, она вся отбирает силы. Нету сил. Силы даются, когда есть цель. Цель должна быть каждодневная. Есть глобальное стремление, а есть цель на день. Например, цель проехать 100 километров, да, в день. И на это даются силы. А если как таковой цели, куда ехать, нет, тогда и сил нет. Это вообще примитивная психология. Дубовая кукуруза. Она уже вся поспела, ее убирают. Мягкую кукурузу не найдешь. И вот надо решить. Может, просто надо отдохнуть чуть-чуть. Полежать в палатке, почитать. Денек себе сделать отдых.
Не было бы этих виз, визовых ограничений, было бы хорошо. Вот тут команда шоссеров какая-то. Вальяжники. Молодцы. Вот в Китае таких много ребят. Часто попадаются на таких довольно хороших велосипедах. Едут компаниями, группами. Зизифус в этих краях уже отходит. Уже сухой. Можно есть, конечно, если он там не гнилой такой, еще не испорченный сильно. Но надо поискать такие. Полых вон сколько валяется. Не, наесться можно без проблем. Тут целые сады, их растут. Опять вообще пит ребятам покушать. Здесь китайцы кушают. Дома они походу не кушают. У них все питаются вообще питок. То есть не как мы. Нам, чтобы сходить, поесть куда-нибудь в ресторан, в кафе, нужен какой-то повод, какой-то праздник. А здесь они питаются, потому что здесь так дешевле и времени меньше тратишь. Дай. О. Ну. Я по-китайски читать не умею. Я решил, куда буду ехать. Решил, что выпендриваться не буду и буду ехать напрямую к границе. До границы еще где-то 2600 километров. Посмотрел, какие города мне будут сейчас на пути попадаться. Написал на каучсерфинге, чтобы остановиться, постираться, помыться, передохнуть. Примерно с интервалом 600-700 километров. Что случилось? Что за пробка? Оп-оп. Встал тоже. Километра 2 пробка. Вон там, видимо, какие-то последствия, причина как раз этой пробки. Что такое там? Ой, бать, дерево украл. Оба.
изгоним тебя нафиг. Что и произошло, Бог его знает. Стоят, что-то втирают. Что такое? Давай, Речи, что так медленно? Давай, давай! Разгоняйся! Дай, Бен, тормоз. Теперь эти стоят. А здесь можно и зацепиться. Хотя нет. За эту трубу она люфтит. Не варик. Ладно. Повсюду много плакатов алкоголя. Пива, водки. Вот здесь типа там собери 10 пузырей, выиграй велосипед. Зачем только велосипед потом, я не понимаю. Вот водички чуть-чуть набрал. $70 километров проехал сегодня, 73. Все, 30-очку сделаю, отдыхать. Едешь как по базовому проезду в Чебоксарах в былые годы. Как грязь, пыль, пробка вечная. Ну все, сегодня 150-я ночевка в палатке. Я там внутри отмечаю палочками 150-я ночевка в этом путешествии. Если еще приплюсовать кавказское путешествие, это еще примерно будет 150, грубо говоря. Там я не считал. То есть уже 300. И еще другие ночевки. Ну, плюс еще 50. Грубо говоря, 1 год, 365 дней пускай будет. Округлим. Год я в ней провел за 3 года последних. Примерно. Да, 3 года уже. Палатка отличная. Фирмы Normal. Нашей питерской фирмы Normal. Модель Отшельник. Как раз то, что мне нужно. Палатка очень удобная. Но вот за 3 года эксплуатации активной, в моих условиях суровых, как вы знаете, и снег, и морозы, она немножко прохудилась. То есть места швов, которые были проклеены, та лента, которая была по швам, она отклеилась, в общем. Отклеилась. И во время затяжных дождей, ливней, уже по швам стекает все в палатку. Но я думаю, это и можно ей простить за столько времени. Но все-таки она уже свое, я думаю, отработала вполне. Самое главное, дуги держатся. Опять же, в любую погоду, в мороз, хоть они металлические, я переживал за них в холодную погоду. Но нет, все отлично. Поэтому палатка просто золотая.